Добрый дзень, дарагія сябры, вітаем вас на YouTube-канале БСП Channel. Мы працягваем цыкл перадач пра тое, як расійска-украінская вайна, таксама санкцыі ўплываюць на беларускую эканоміку. Мяне завуць Ігор Барысаў, і ў нас у гасцях эканаміст, акадэмічны дырэктар бюро Лев Львоўскі. Сёння 14 траўня 2024 года з вами перадача «Эканоміка пад санкцыямі», і мы будзем размаўляць пра эканамічныя тренды тыдня, таксама наступствы, якія будуць імі выкліканы. Лев, добрый дзень. Вітаю. Пачнем з таго, што Александр Лукашенко заявіў пра тое, што ў бліжэйшы час долар і еўра ўвогуле чакае абвал. Вот ці не хаваецца за гэтым выказваннем наадварот супрацьлеглае, што ёсць праблемы з беларускай валютай, магчыма, з расійскай, і што вось літаральна гэтыя валюты будзе чакаць адвал. Альбо ўсё ж такі ёсць нейкія падставы верыць Александру Лукашенко. Нет, все, что за этим высказыванием скрывается, это уровень экономического образования Александра Лукашенко. Он, когда не знает, что происходит, откатывается к предыдущей версии. А предыдущая версия у него — это советская экономическая наука, в которой нужно говорить, что все западное падает, а все наше растет. Конечно, доллар и евро падать не собираются, но тут есть как бы базовый вопрос, к чему должны падать доллар и евро. Если там еще можно предположить, что при некоторых событиях евро может упасть к доллару, или доллар может упасть к евро, то есть люди будут переходить из одной мировой валюты в другую, такое может в теории случиться, хотя сейчас нет никаких предпосылок для сильного изменения курса доллара относительно евро. Но вместе две главные мировые валюты падать не могут. Непонятно, к чему они должны падать. Люди должны бежать из доллара в рубли, в белорусские рубли, в юани. Куда им бежать? Но в мире нету столько юаней, чтобы все могли свои средства перевести, например, там, из долларов или евро. Не говоря уже о том, что юань настолько надежная и распространенная и конвертируемая валюта. Так что мировым валютам падать буквально не к чему. Они взяты за базис. Почему Александр Лукашенко так говорит, не знаю. Возможно, действительно, он знает о каких-то существенных проблемах в нашей экономике, о которых мы не знаем. Возможно, он просто любит похвастаться и для красного словца повторяет то, что ему рассказывали в высших партийных школах Советского Союза. Кітай тым часам узняў тарыфы на чыгуначныя перавозкі з Беларусі і Расіі ў 2 разы. Вот ці не гэтым тлумачыцца тое, што пастаўкі беларускага калія ў гэту паднябесную краіну скараціліся ў 2 разы. І ці не карыстаецца, на твою думку, вось Кітай якраз такі санкцыйным становішчам, у якое патрапілі Беларусь і Расія, каб по магчымасці заробіць на гэтым? Тут я только поправлю один момент, что поставки нашего калия не сократились в 2 раза. Поставки идут, но действительно вы абсолютно правы, что Китай использует свое положение монополиста-покупателя. В экономике это называется монопсонист, когда есть только один покупатель, и он может действительно вертеть продавцами. И Китай, и Россия в некотором смысле являются для нас такими монопсонистами. У нас нету других покупателей, у нас нету логистических мощностей, чтобы привести наш калий к другим покупателям. Поэтому, естественно, Китай может заламывать нам другие цены. То есть в данном случае, да, покупатель заламывает цены и говорит, что хочет покупать со скидкой. И так как мы не можем привести альтернативный этот калий, там, условно, в Бразилию, то мы вынуждены продавать этот калий со скидкой Китаю. Ну, тут есть, конечно, предел того, сколько скидки может выпрашивать Китай, потому что в какой-то момент просто будет нерентабельно поставлять калий, и тогда будут сокращаться поставки. Но уверен, что китайские партнеры все просчитали и просто хотят купить калий по максимально выгодной для себя цене, то есть максимально невыгодной для Беларуси, но такой, при которой Беларусь все еще будет согласна поставлять этот калий в Китай.
Ці не звязана, на твою думку, вось гэта палітыка ўзвышэння тарыфаў з візітам, дзяржаўнага сакратара Блінкена ў Кітай і магчымай, як кажуць, перамовы адносна таго, каб ну нейкім чынам зацягваць пятлю на шыі Беларусі і Расіі і не даваць ім увогуле ніякай эканамічнай свабоды, і у тым ліку магчымасцяў транзіту. Нет, я не думаю, что тут нужен совет каких-то американцев, хоть президента США, хоть господина Блинкина. Это просто-напросто экономически выгодно Китаю. Они могут сказать, что они будут покупать только там условно на $20 дешевле, и Беларусь ничего не сможет им возразить, потому что мы не можем этот калий куда-то перевести в другое место. Соответственно, это просто-напросто экономически выгодно китайским предприятиям. Я не думаю, что тут необходимы какие-то консультации. Александр Лукашенко фактычна прапанаваў будаваць монагарады там, дзе ёсць працоўныя рукі. Ну і вакол гэтых монагарадоў ствараць адпаведную сацыяльную інфраструктуру. Вось Беларусь багатая на монагарады з часоў савецкай эпохі. Вот ці рацыянальна выкарыстоўваць такі падыход, дзе жыццё населенага пункта больш чым на 50% залежыць ад аднаго прадпрыемства. Ну, здесь можно опять упомянуть такой каламбур, что Александр Лукашенко откатился до заводских настроек. То есть он опять вспоминает то, что ему говорили в молодости. Ну, конечно же, это предложение, оно абсурдно со всех сторон. В частности, если Александр Лукашенко хочет строить моногорода там, где есть свободные рабочие руки, ну, вероятно, он имеет в виду Италию или какие-то части Испании, потому что в Беларуси свободных рук нету. В Беларуси у нас кризис от недостатка свободных рабочих рук, от недостатка работников. Причем этот кризис, он как бы практически во всех сферах экономического производства. Так что вот этих незанятых людей, их нету. Ну, а что касается строительства моногородов, даже если бы эти незанятые люди были, то строительство моногородов это, конечно же, чаще всего одно из наихудших решений. Да, сейчас вы строите моногород с каким-то, даже если вам повезет, успешным предприятием, но никто не знает, как будет развиваться экономика в будущем, и через 20, через 40 лет это успешное предприятие может перестать быть успешным, просто потому что людям больше не нужен будет, там, условно, картон, уголь, калий или еще что-либо. И, соответственно, мы столкнемся с новой проблемой моногорода, где предприятие не приносит прибыль, но при этом от него зависят десятки тысяч людей. От у працяг тэмы пра працоўныя рукі ў Беларусі не хапае каля 8800 медыкаў. Палова з іх гэта дактары. Найбольшая праблема з недахопам спецыялістаў назіраецца ў сталіцы Мінску. Тут не хапае каля 1500 спецыялістаў. Вот ці справяцца медыцынскія вышэйшыя навучальныя установы з запаўненнем недастаючага персанала і ці варта панікаваць наконт далейшага лёсу галіны? Ну вот мы можем провести эксперимент и построить моногород для врачей, посмотреть, насколько много врачей вдруг появится в этом городе. Но это, конечно, шутка, да, нехватка медицинского персонала– это серьезная проблема, одна из главных в нашей медицине. У нас много медиков работают за достаточно скромные деньги, особенно если сравнивать с их коллегами за рубежом, с их коллегами в ближайших к нам странах, в Литве, Польше, в Германии. Более того, у всех этих стран есть программы по привлечению наших врачей. В этих странах тоже не хватает врачей, и они как бы хотят платить больше нашим врачам, чтобы те переезжали, потому что у наших врачей часто достаточно хорошие высокие компетенции. Вот, так что эта проблема, она очень большая, очень сложная. Ну вот предыдущая идея это была, собственно, лечить эту проблему введением крепостного права для врачей, чтобы они не имели права уезжать там, после вузов. Я думаю, что это решение, ну, во-первых, конечно же, оно не
порадует самих медиков, во-вторых, оно в долгосрочной перспективе сделает нам только хуже, потому что люди, собственно, не хотят, когда их используют как рабов. Люди будут заранее не идти в эти самые медицинские вузы, или идти будут те, кто раньше не пошел, более слабые кандидаты, выпускаться будут более слабые кандидаты, никого нельзя будет выгонять из высших медицинских университетов, потому что как так у нас тогда будет недостача. То есть у нас и качество врачей будет ухудшаться, и количество. Мы все, скорее всего, все равно не залатаем эти дыры. Что будет дальше, стоит ли волноваться? Да, тут надо сказать, что есть еще один дополнительный эффект, он как снежный ком здесь работает. Когда у нас не хватает врачей, потому что, собственно, например, там кто-то уехал или кого-то уволили по политическим причинам, то оставшимся врачам им работать становится еще тяжелее, потому что нагрузку недостающих врачей перекладывают на тех, кто есть. И люди начинают работать в 2 смены, в 3 смены, в регионах, в малых больницах врачи начинают совмещать там по несколько специальностей, то есть для них условия труда становятся еще хуже, что мотивирует даже их тоже задуматься о смене рабочего места или увольнении и так далее. Так что да, действительно проблема серьезная. Что будет? Будет меньше доступ к медицине, то есть, ну, там больше очереди, например, будут, там, врачи будут меньше обращать внимание на наши проблемы. Ну, собственно, как бы врачам никто не помогает, даже бюрократию никто у врачей не убирает. Они все еще должны параллельно с пациентами заполнять там тысячи бумажек, соответственно, время там на одного пациента у них будет еще больше снижаться. Ну, конечно, что ничего хорошего, медицинские показатели наших соотечественников расти от этого не будут сильно. Люди будут, наверное, недовольны. Боюсь, что правительство в этом случае будет пытаться решать проблему, опять же, за счет какой-то палочной системы, за счет наказания врачей. То есть там фундаментальный пересмотр отношения и нас, и государства к врачам и к медикам. Это, естественно, повышение кардинальное заработных плат для врачей, это снижение административной нагрузки, вот этой самой бухгалтерской нагрузки с врачей, и это многие серьезные изменения. С одной стороны, с другой стороны, это введение в систему технологий по сбережению времени врачей. Мы привыкли, на самом деле, к очень большим благам, там, таким как вызов врача на дом по любой причине, к тому, что скорая приезжает там за 5 минут, а если не приезжает, то мы начинаем на них злиться. Этого всего, многих из этих вещей нету у граждан даже первого мира, даже богатейших стран. Соответственно, скорее всего, нам надо будет тоже как-то смиряться с тем, что это ушло в прошлое. И надо беречь время врачей и ходить к врачам только с серьезными заболеваниями, а не когда температура повысилась там на 1-1,5 градуса. А? Я ў якасці каментарыя проста скажу, што у Бельгіі лічыцца, што калі ну, у дзіцёнка тэмпература 38,5 градусаў, то ён, в прынцыпе, здаровы і мусіць ісці ў школу. Да, и дело тут не только в Бельгии, так считается во всех странах, и мы знаем, что так оно и есть, что никакой повышенной смертности детей в Бельгии относительно Белоруссии не наблюдается. Мы действительно привыкли к очень хорошему, и отвыкание будет, скорее всего, мучительным. Чыгунка Латвіі заклікае не ўводзіць санкцыі на запчасткі, зробленыя ў Расійскай Федэрацыі і Рэспубліцы Беларусь для дызель-цягнікоў. Вось ці можа Беларусь і Расія нашкодзіць Латвіі і не прадаваць ёй запчасткі? Вось ці не стане праз гэта чыгуначны рух гэтай балтыйскай краіны? Ну, вероятно, может нашкодить, может не продавать. Ну, тут в странах Балтии уже давняя проблема, что они собирались перейти на европейскую колею и на европейские, соответственно, паровозы, поезда, тягники и так далее.
уже много лет назад. Все еще дело тянется. Вот снова там недавно объявили, что не хватает 3 миллиардов для строительства вот этого проекта Rail Baltica, который соединил бы Эстонию, Латвию, Литву с большой Европой. Так что тут проблемы со всех сторон. Надо заметить, что ни Эстония, ни Литва не заявляли о таких проблемах, что им не хватает запчастей, хотя они точно так же используют советскую колею, и, соответственно, часть их техников тоже советского производства. Так что здесь я бы еще обратил отдельное внимание, что там, точно ли есть такие необходимости у Латвии, или это какая-то новая игра в санкции. Ну, а если действительно есть такая потребность, то, да, они, наверно, окажутся в относительно тяжелом положении, потому что, в таком случае Россия и Беларусь смогут их шантажировать. Дзякуй, Лев, за размову. Я нагадаю нашим глядачам, што сёння ў нас в гасцях быў эканаміст, акадэмічны дырэктар бюро Лев Львоўскі. Подписывайтеся на наш канал БСП Channel, каб быць у трендзе апошніх эканамічных навін тыдня. Ставьте лайки, задавайте пытанні, пакідайце каментары і да новых сустрэч. Дякую и до встречи.